Что они должны делать? Я буду стоять на стоп, а вы будете менять местами. В Центре педагогических компетенций в период школьных каникул организованы летние образовательные программы. Дети с удовольствием посещают такие занятия, как шахматы, робототехника, графический дизайн, анимация, мультипликация, проводят научные опыты. Очень интересное новое направление мы открыли – программирование Scratch. Современное направление фотоблогерства пользуется большой популярностью у детей. Для самых активных и любознательных направление бизнес-планирования. В качестве творческой разминки, конечно же, такие занятия, как вокал и танцы. Эти все направления доступны даже самым маленьким детям дошкольного возраста. Очень приятно смотреть, как загораются глаза детей, и они создают свои проекты, работают на результат. На площадке Центра педагогических компетенций всегда звучит звонкий детский смех. С отрядами работают вожатые, которые прошли обучение в Центре подготовки вожатых имени Екатерины Поспеловой. Уже стало хорошей доброй традицией, что занятия проводят студенты старших курсов колледжа БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы и Института педагогики. На занятиях по робототехнике мы с ребятами собираем и программируем различных роботов. Изначально ребята собирают по схеме, далее уже собирают самостоятельно, придумывают свои программы, программируют своих роботов, придумывают им различные действия, которые он будет выполнять, и применяют свои навыки на практике. Здесь в лагере я провожу такие занятия, как графический дизайн, анимация, где мы с ребятами создаем собственные мультики, можно так сказать. Мы работаем в программе Adobe Animate. Это самая базовая программа, то есть ее помощью даже многие профессионалы создают в будущем мультики. Но вот сейчас на уроке они рисуют собственного персонажа, делают ему скелет и двигают. Вообще они рисуют фоны также и сохраняют в маленькие видеоролики, как гифки. Потом они делают так очень-очень много гифок, и в итоге мы все это монтируем. У нас получается такой большой видеоряд, накладываем музыку, и получается, собственно, целый мультик. В рамках лагеря мы ведем как таковые занятия не совсем по тематике. Мы рассматриваем уровень участников, пытаемся под них подогнать тему, чтобы они провели время, которое пришли. Времени, к сожалению, дается им не так много, всего 45 минут. Но за это время они должны получить не только теоретические знания, но еще и поиграть, получить удовольствие от шахмат. Поэтому пытаемся совместить и приятное, то есть игру, и теоретическую часть, то есть полезное, то, что даст им скачок в развитии, как шахматист. В первую очередь шахмат — это планирование, стрессоустойчивость, то есть сама игра. Если мы ее рассматриваем на турнирном плане, не только как просто сесть поиграть, а именно в плане развития шахматиста, в это время мы видим, что ребенок очень хорошо продвигается. Это дает ему дополнительные знания, дополнительную усидчивость. Сидит ребенок и думает, а это помогает везде. Многие предприниматели потом говорят: я не жалею о том, что я занимался в детстве шахматой, мне это очень помогло. Этим летом мы расширили круг нашей заботы о школах и взаимодействуем со школой села Чесноковка Уфимского района. Было проведено несколько выездных занятий. Мы получили много положительных отзывов от родителей, от учителей школ. И у нас некоторые дети ходят буквально целый год, посещали и зимние лагеря, и весенние лагеря, в течение года посещали наши занятия. В летнем лагере они тоже принимают участие. Центр педагогических компетенций приглашает всех школьников посетить летние образовательные программы.